Сегодня глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов провел рабочую встречу с прокурором Ингушетии Андреем Васильченко. Работу Центра обработки вызовов система 112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» оценил премьер Константин Суриков. Новые правила были приняты для удобства потребителей, однако не все предприниматели торопятся создать такие условия для своих покупателей. Рейд по проверке качества молочной продукции сегодня провели сотрудники Роспотребнадзора. Каждая уважающая себя женщина должна хотя бы раз в год проводить обследование себя в условиях больницы. Расскажем о том, как проходит в Ингушетии акция «Розовый октябрь» и насколько важна профилактика рака молочной железы. Участников здесь с каждой партией все меньше. Сильнейшие остаются и продолжают шахматные баталии. Они знают, как отключиться от мирского и вступить в безмолвный поединок. В Магасе прошел республиканский турнир по шахматам. Это новости 24. Здравствуйте. Сегодня Махмуд Али Калиматов провел рабочую встречу с прокурором республики Андреем Васильченко, который проинформировал главу Ингушетии о работе ведомства, проделанной с начала текущего года, состоянии законности в республике и принимаемых мерах по ее укреплению. Васильченко отметил, что главной задачей ингушской прокуратуры остается повышение эффективности работы, обеспечение неуклонного соблюдения закона в сфере защиты прав человека и гражданина. Глава Ингушетии акцентировал внимание на том, что прокуратуре необходимо принять дополнительные меры по противодействию коррупции, надзору за соблюдением бюджетного законодательства, нарушениями законов, особенно в сфере землепользования. В ходе диалога его участники также обсудили вопросы, касающиеся исполнения надзорных функций по ряду резонансных дел. В завершении Махмуд Али Калиматов отметил заслуги сотрудников прокуратуры, пожелал коллективу и далее успешно справляться со своими задачами. Датых – приграничное село с интересной историей и прекрасной природой. Но тяжелые условия быта, отсутствие коммунальных благ и ряд других причин вынудили сельчан покинуть родные места. Сейчас потихоньку ситуация нормализуется. Здесь проводят газ, воду, строят соцобъекты. В общем, разработан целый план мероприятий по возрождению населенного пункта. О его реализации расскажет Индира Манкиева. Датых – маленькое село с большой, богатой историей и дружелюбными жителями. Сегодня в Датыхе официально зарегистрировано 240 человек. Это люди, которые в неспокойное для региона время были вынуждены оставить свой родной очаг и перебраться в соседние села. Со временем здесь, как и во всей Ингушетии, воцарился мир, но старый багаж проблем остался неизменным. Отсутствие всех коммунальных благ, электроэнергии, водоснабжения и даже простой ровной дороги. Все же некоторые жители начали разводить тут свое хозяйство. Особенно много тут пчеловодов. Эта местность богата на такие растения, как кизил, орешник, акация и липа. А некоторые даже разводят крупнорогатый скот. Всего в Датыхе 18 фермерских хозяйств и столько же домов. Жители уже рвутся обратно. В в 2020 году Дом культуры в школе на 230 посещаемых мест. Если электроэнергией люди начали пользоваться еще в 1820 году, то до Датыха это новшество дошло только в 2001. Газ привели в 2008. Однако из-за обстрелов трубы были повреждены, и это благо цивилизации для села пришлось перекрыть. Но в скором времени администрация займется его восстановлением. Сейчас начаты работы по прокладке водопровода. Водоснабжение протяженность всей линии где-то 2220 метров вверх. С берега Фортанги глубины насос отя по главе накопительной емкости. Вот отсюда до сюда дотягивают насосу, закачивают, отстаивается дальше фильтрация и подача на село 1220 метров. Подающие где-то 900 с чем-то подавать.
и подача на водопроводе, конечно. Вода будет поступать из реки Фортанга. Для наполнения водохранилищ будут использованы мощные насосы. Более того, из-за высокого давления предусмотрели также и самые прочные трубы. Жители просто не могут нарадоваться такому подарку. Простая вода из-под крана для них роскошь. Я хочу экспертизе выбрать вариант. Сельское поселение Датых начало развиваться быстрыми темпами. В течение 2 месяцев здесь появится сотовая связь. Гравийную дорогу, которой раньше не было и в помине, также проложили для всего села. Все же в скором времени обещают уже асфальт. Жители, узнав о развитии села, начали возвращаться и обустраивать свои земельные участки. Индира Манкиева, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24. Премьер Константин Суриков посетил Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, где ознакомился с работой диспетчерского центра системы вызова экстренных оперативных служб 112. Он поинтересовался о количестве ежедневно поступающих звонков. По словам директора центра, более 800 звонков в сутки поступает в службу, а на одного сотрудника приходится более чем 100 звонков. Также премьер проверил работу ситуационного зала АПК «Безопасность город», где были продемонстрированы возможности серверного оборудования, а также обработки данных видеонаблюдения, передаваемых с камер на основной экран диспетчера центра. По итогам инспекции премьер дал ряд поручений и рекомендаций, направленных на повышение качества работы службы. Также в ходе выездной проверки Константин Суриков посетил Горский кадетский корпус имени Цароева. Особое внимание премьер акцентировал на требованиях пожарной безопасности, обеспечении учебного заведения кнопками тревожной сигнализации и оповещения в случае возникновения внештатной ситуации. Упорядочить на прилавках магазинов и предоставить полную информацию о товаре. Это необходимые условия реализации молочной продукции. Постановление правительства страны о правилах продажи вступило в силу с 1 июля. Специалисты Роспотребнадзора провели рейдовое мероприятие по торговым точкам Назрани. Все ли соответствует нормам, узнаем у Дианы Дударовой. В силу с 1 июля постановлению о размещении натуральной и ненатуральной молочной продукции в Ингушетии пока еще привыкают. Новые правила были приняты для удобства потребителей, однако не все предприниматели торопятся создать такие условия для своих покупателей. Так, к примеру, в этом магазине информационных надписей о безделиях с заменителем молочного жира и без нет, а значит, некоторым придется прибегать к старым методам, чтобы разобрать состав на упаковке. Здесь нет заменителя молочного жира, а значит, берем. Однако стоит отметить, позитивные изменения есть. Надписи на молочных лавках начали появляться все чаще. Не последнюю роль сыграли в этом и специалисты Роспотребнадзора. С момента утверждения новых правил ежедневно проходят рейды по молочной продукции. И ситуация в каждом магазине разная. Так, в одном из назрановских супермаркетов все стеллажи оформлены согласно новым условиям. Как только Роспотребнадзор предупредил нас о том, что молокосодержащие продукты должны стоять отдельно от продуктов заменителя молочного жира, мы сразу же отделили друг от друга эти продукты. Вот здесь, смотрите, у нас продукты без заменителя молочного жира. Здесь у нас продукты с заменителем. Продавцы делятся, что в такой раскладке молочных изделий нашли ряд преимуществ и для себя. За консультацией потребители обращаются реже. А что касается самих покупателей, созданные удобства успели заметить. Теперь не приходится терять время в поисках любимого лакомства, так как знают, на какой полке наверняка находится. Конечно, удобно. Это чем искать, читать этот мелкий шрифт. Очень удобно. Посмотрел без заменителя. Берешь то, что тебе надо. Оставить такие отзывы могут далеко не о каждом магазине. Например, в этом вероятность того, что покупатель может запутаться, очевидна. Надпись «Без заменителя молочного жира» расположилась в самом конце стеллажа над отдельной категорией изделий. А относится ли остальная продукция к натуральной или ненатуральной, разбираться придется самим. Это нарушение не осталось без внимания сотрудников Роспотребнадзора в ходе рейда. В данном продукте есть заменитель молочного жира, и у вас тут должна быть информационная надпись «Продукты с заменителем молочного жира». То есть это является нарушением, поэтому в данном случае должна быть у вас выделена полка с продукцией с заменителем молочного жира и должна быть вывеска. В следующий раз будет и здесь и вывеска будет, и обязательно сделаем.
Предупреждение сделали и торговым точкам, которые даже еще не пробовали разделить молочные изделия согласно требованиям. У них продукты с содержанием заменителя молочного жира и натуральные визуально не разделены и не сопровождены информационной надписью. Я объяснила продавцу, администратору, то, что данные нарушения должны быть устранены. Мы выдадим предписание, предупреждение о том, чтобы данные нарушения были в ближайшее время, в кратчайшие сроки устранены. Некоторые потребители даже не подозревают о вступивших в силу новых изменениях. Так Умар Чербижев за молочными изделиями приходит только в этот магазин. О том, что их теперь принято разделять надписями, только узнал. Признается, покупает только натуральную продукцию и был бы рад, если на молочной лавке она располагалась отдельно от продукции с заменителями. Директор, заведующий, начальник отдела, заставить руководство малу. Давай, делайте, Эксперты Роспотребнадзора отмечают, что подобные нарушения встречаются довольно часто. С момента вступления в силу нового законодательства рейдами управления охвачено более 90% торговых точек в регионе. При выявлении нарушений выносится административное наказание по статье 14.15 Кодекса административных наказаний. При выявлении нарушений также выносится предписание, постановление. Динамика есть положительная, потому что все предприниматели уже знают данное законодательство. Они устраняют нарушения, отделяют молочную полку. Представители Роспотребнадзора и дальше продолжат выявлять нарушителей и выписывать им предписания. А у тех предпринимателей, кто невнимательно следил за новыми законами и постановлениями о правилах продажи, до следующей проверки еще есть время устранить нарушения. Диана Дударова, Магомед Доскиев, Новости 24. В Конституционном суде Ингушетии состоялось первое слушание по делу Руслана Кантышева. Мужчина подал жалобу на соответствие Конституции Республики, регионального закона о мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и граждан, пострадавших от политических репрессий, а также на постановление правительства Ингушетии о порядке первоочередного предоставления реабилитированным лицам и жертвам политрепрессий путевок на санаторно-курортное лечение. Мужчина уверен, что оба эти закона не исполняются. Заявитель просит признать оспариваемые акты противоречащими Конституции Республики Ингушетия. Сегодня приглашены к участию для рассмотрения дела представителей главы Республики Ингушетия, Народного собрания Республики Ингушетия, правительства, других заинтересованных лиц и сам заявитель. По результатам сегодня будет проведено открытое публичное слушание по делу, а решение будет объявлено в сроки и время, которые будут определены Конституционным судом Республики Ингушетия. Водопровод и дорога – сразу две стратегические задачи решили на улице Нагорная в селении Гамурзиево. Проблемы с обеспечением элементарных условий бытия здесь начались давно. Жители маялись, обращались в разные инстанции тщетно. Пока за дело не взялись местные благодетели. О том, как можно творить добро, расскажет Микаил Тангиев. Радости жителей улицы Нагорная в Гамурзиево нет предела. Более 20 лет они мучились из-за старого водопровода и разбитой временем дороги, которую размывало, стоит лишь пойти небольшому дождю. Все изменилось, когда сын одного из местных жителей решил помочь своим односельчанам и разом закрыть накопившиеся проблемы. 350 тысяч тонн. Дал сад олцун, дал шехмелят олцун молилдер. Айвах мелхалдым, оз бахчан махо даста дутра хайшил шанда. Соник бихабуж, қири догун хал цит молдо хи ачу ухушла. Так няк хал ай ухуж ди вердысы. Жди вер хал ухуж юх ухуж масни машин штару мучи. Машин ели ети гаш хал ай ухуж. Об мелхал кимал дутмш диз молдер. Змолдер да дианште ханди асфальт была. В одном из 40 домов на этой улице проживает уважаемый всеми старейшина Абдурахим Азиев, который является сыном известного ингушского поэта Салмана Азиева. Он поведал о том, что начиная с 1993 года здесь практически ничего не менялось. Ветхий водопровод со временем начал лопаться, а региональный водоканал лишь разводил руками, латая места очередных порывов. У нас на улице живет Аушев Халим. Его сын работает в Якутии, Рашид. Узнав наши проблемы, он приехал за свой счет, полностью провел нам воду,
и вот эту дорогу проложили, в которой мы очень нуждались. 6 метров в ширину и 520 метров в длину. Качественное асфальтное покрытие было уложено буквально за один день. Но перед этим нельзя не отметить вклад представителей местной власти, подчеркивают жители улицы Нагорная. Узнав, что дорогу планируют благоустроить, замглавы администрации тут же внес свою лепту в это благородное дело. Он выкопал нам траншею, бэушный асфальт, 6 машин он нам дал для первичного покрытия дороги. И по всей траншее под трубу, под ложку песок привез. Грязь и слякоть останутся в прошлом, уверены жители улицы. Теперь самое главное – бережно относиться к тому, что у них есть. Жителям улицы Нагорная больше не придется переживать за качество питьевой воды. А местные ребятишки могут расчехлить свои ролики, самокаты и велосипеды, смело катаясь по ровному и гладкому асфальту. Михаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Наш земляк Хаваш Газгиреев покорил самую высокую в Африке гору – Килиманджаро. Мужчина был в составе группы друзей из Америки, Германии, Норвегии и других регионов России. Хаваш Газгиреев установил на вершине горы упавший флаг Ингушетии. Напомню, что высота Килиманджаро составляет 5895 метров. Это самая высокая точка континента. Рак молочной железы, выявленный на первой и второй стадиях, вылечивается в России в 95% случаев. Поэтому очень важно обнаружить заболевание как можно раньше. Об этом заявил главный онколог российского Минздрава Андрей Каприн. Добавлю, что это наиболее распространенный вид онкологии в нашей стране. Из всех заболеваний раком он встречается в 18% случаев. Об этом напоминают в «Розовый октябрь». Так называется всероссийская акция здоровья. Тамара Хашагульгова расскажет об этом. Визит к онкологу для Казират Оздоевой уже в порядке вещей. Онкологию у нее обнаружили чуть больше года назад. Женщина обратилась в больницу с жалобами на боли в сердце. При обследовании у кардиолога анализы показали подозрение на рак. До обследования в онкодиспансере диагноз подтвердили. У меня внутрипроточная папиллома. Потом мне назначили лечение. 2 месяца я пролечилась. Потом, как обычно, мы любим делать, чуть-чуть задержалась, опять сделала УЗИ, пришла, но вроде бы чувствую я себя лучше намного. Рак молочной железы по статистике является самым распространенным видом рака среди женщин. Это второй по частоте тип злокачественной опухоли в мире. Ежегодно диагностируют более 1,5 миллиона новых случаев заболевания. И не всегда на ранних стадиях. Вначале он часто протекает бессимптомно. Сама болезнь может симулировать другой процесс. Чаще всего это заболевание протекает бессимптомно. Для того, чтобы определиться, чтобы понять, чтобы себя обезопасить, даже если этот процесс есть, чтобы на ранних этапах выявить и адекватно, радикально вылечиться, каждая уважающая себя женщина должна хотя бы раз в год проводить обследование себя в условиях больницы. Надежного способа предотвратить рак не существует, поэтому основная рекомендация врачей – регулярно проходить профосмотры. Сделать это можно во время диспансеризации или в дни открытых дверей в онкодиспансере. В рамках диспансеризации, куда адаптированы мероприятия по раннему выявлению рака молочной железы, это маммография, рентгеновское исследование структуры молочных желез, которое позволяет при грамотном исследовании и четком анализе выявить опухоль до 0,5 сантиметров. Лечение грозного заболевания проводится в несколько этапов с применением различных методов. Лекарственная или лучевая терапия, а также хирургическое лечение. Последовательность подбирается индивидуально под каждый конкретный случай. Хирургическое лечение под каждого пациента мы подбираем индивидуально, то есть в зависимости от возраста, в зависимости от локализации опухоли,
зависимости от сопутствующих заболеваний и от гистологического заключения и заключения иммуногистохимического анализа. В последнее время мы сейчас начали использовать так называемые органосохраняющие операции. Это когда идет удаление опухоли предела здоровых тканей, но с сохранением молочной железы. Рак груди может быть диагностирован в любом возрасте. Однако после 65 лет риск образования опухоли в 6 раз выше, чем до этого. Но маммологи бьют тревогу, рак груди становится моложе. За последние 10 лет отмечается рост заболеваемости молодых девушек аж на 34%. Все чаще его диагностируют у женщин в возрасте от 19 до 39 лет. Вот и очередной случай тому подтверждение. У пациентки на операционном столе рак груди обнаружили на начальной стадии. Для нее врачи дают положительный прогноз выздоровления. Все эти аспекты мы сегодня будем проводить хирургическое лечение в объеме секторальной резекции и лимфодиссекции. То есть мы будем удалять только небольшую часть молочной железы с опухолью и с отдельным доступом будем удалять все лимфоузлы. Тем самым мы сокращаем период пребывания в больнице, сохраняем радикальность и оставляем орган сохранным и здоровым. Врачи призывают не бояться диагноза рак молочной железы. Наша медицина шагнула далеко вперед в лечении этого недуга. Ингушские врачи регулярно устраивают научно-практические конференции, где обсуждают актуальные в этой области вопросы. По традиции они проходят в октябре, в месяц борьбы с раком груди. В стенах онкологического диспансера пройдет региональная научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам. Мы эту конференцию назвали «Рак молочной железы. Просто о сложном, региональные особенности». Очень критически хотим дать анализ всей нашей деятельности, не только онкологического диспансера, но и всей онкологической службы, да и всего медицинского сообщества нашей республики. Врачи еще раз напоминают, чтобы лечение было успешным, важно самому держать руку на пульсе. Самое главное – не забывать заботиться о своем здоровье. Важно регулярно посещать маммолога и гинеколога, чтобы обезопасить себя от этого недуга. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Отсутствие прибора, контролирующего движение транспорта на пути следования, иначе говоря, тахометра, может влететь в копеечку владельцам автотранспорта категории «С» и не только. Таким образом, контроль за соблюдением водителем правил отдыха и труда закреплен законодательно. Начиная с 1 ноября 2019 года все автобусы, а также грузовые машины должны быть оснащены тахографами. Это требование касается грузовиков и транспортных средств, масса которых превышает 3,5 тонны. Напомним, что тахограф – это техническое средство, позволяющее контролировать движение транспорта на пути следования и автоматически регистрирует скорость, пробег автомобиля и сохраняет все показания. Вместе с этим повысятся штрафы за отсутствие тахографов. Так, за проезд без прибора или с неисправным устройством водители должны будут уплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. В отношении должностных лиц штрафы составят от 5 до 10 тысяч рублей. И далее индивидуальный предприниматель от 15 до 25 тысяч. Ну а для самих организаций от 20 до 50 тысяч рублей. Урок по здоровому питанию, литературный КВН, лекция о космосе. Целый перечень внеклассных занятий подготовил и организовал педагогический состав 3-й школы Карабулака. Именно так здесь встречают учеников из 1-й городской школы. Новоселье их вынужденное и временное. Их альма-матер ремонтируют. Как разрушить барьеры отношения и общения между детьми и сделать это креативно, увидела наш корреспондент Дана Плиева. Что, огурчик, вам не нужен? Без него ну что за ужин? И в рассольник, и в салат. И огурчику каждый раз. Стихи, сценки и загадки о пользе фруктов и овощей. Третьеклассники в ролях поваров и овощей рассказывают своим друзьям о правильном питании, что нужно есть на завтрак, обед и ужин. Внеклассный урок, посвященный здоровому питанию. Организатор своеобразного праздника здоровья Мадина Аушева уверена, что дети с малых лет должны знать, как правильно питаться. С детства нужно воспитывать детей правильно питаться, чтобы поколение выросло наше здоровым и физически, и не только умственно в школе мы учим их думать, но и правильно есть и беречь свое здоровье. Я знаю, все ребятки любят сказки. Может, это такой волшебный мир, в котором хотят очутиться все, и стар, и млад.
А в соседнем помещении дети в буквальном смысле окунулись в сказку. Литературный КВН между учащимися вторых классов в самом разгаре. Детям нужно отгадать русскую народную сказку. Тут же тянется лес рук. За каждым столом рвутся ответить первыми. Отворили двери козлята и пропали все куда-то. Волк и 7 козлят. Молодцы, правильно, ребята. Мероприятие проходит в школе в рамках неурочной деятельности «Сделаем этот мир светлее». Эту практику руководство 3-й школы ввело в прошлом году, когда к ним направили учиться детей из 1-й Карабулакской школы. Старое здание учебного заведения снесли, и на его месте строится новое. А детей пока распределили по разным школам города. Влиться в новую среду всегда непросто, и поэтому было решено организовать вот такую внеклассную деятельность, чтобы подружить детей. Чем больше проводятся такие мероприятия, дети как бы сплачиваются между собой. Они становятся более общительные, более раскрытыми, потому что дети все разные, есть более скованные, более раскрытые. А вот такие встречи, они раскрывают детей, они их делают более общительными. Через эти мероприятия снимаются барьеры, дети ближе знакомятся друг с другом, заводят новых друзей и быстрее привыкают к новому месту. Такие внеклассные занятия дали толчок к дружбе между Софией и Зейнаб, которая перевелась в школу недавно, несмотря на то, что обе девочки, капитаны разных команд, к игре готовились вместе. Мы разучивали разные сказки, стихи, потешки и небылицы. Девочки, вот скажите, а вот если какая-то из команд проиграет, не сильно обидитесь? Нет. А почему? В любом случае дружба выиграет. Цикл внеклассных уроков для начальных классов самый разный, начиная от кулинарии и заканчивая космосом. Узнать чуть больше о нашей Солнечной системе можно уже на космическом КВНе. 4-классники с 1-й и 3-й школы рассказывают о первом космонавте Юрии Гагарине и о планетах Солнечной системы. Самая маленькая планета Солнечной системы? Плутон. Сколько длился первый полет человека в космос? Час 48 минут. В рамках праздника дети подготовили целый стол вкусной еды, а также собственные поделки, руку к которому приложили и родители. По их словам, эти мероприятия развивают в ребенке не только тягу к знаниям, к творческому процессу, но и стремление дружить с окружающими. Это общение с другими классами, с другими детьми другой школы. Это уже новые знакомства, естественно, которые могут перейти, возможно, и в большую дружбу, потому что сегодня дети больше заняты в гаджетах, поэтому, я думаю, вот такие мероприятия только принесут пользу им. В новое здание учащиеся 1-й Карабулакской школы надеются вернуться уже в следующем году. Но расставание это будет не из легких. Дети уже успели привыкнуть к стенам школы, на время приютившей их. И в немалой степени этому способствовали вот такие внеклассные занятия. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24. 24 новые школы появятся в Ингушетии до конца 2024 года. Строительство будет вестись в рамках нацпроекта образования. Введение объектов в эксплуатацию позволит обеспечить новыми рабочими местами более 2000 человек и создать около 12 тысяч ученических мест. Открытие новых школ позволит решить проблему 3- и 2-сменного обучения. Напомню, на сегодняшний день в 3-сменном режиме обучаются дети в 5 образовательных учреждениях Ингушетии. В шахматном клубе «Магаз» сегодня завершился республиканский чемпионат по шахматам, но он был организован Минспортом Ингушетии совместно с Федерацией шахмат региона. Участвовали всего 30 игроков. Кто вышел в финал, расскажет Зелимхан Калоев. Модно, умно, благородно. Спорт, который развивает мыслительные способности и удерживает внимание к себе не менее 1500 лет. Участников здесь с каждой партией все меньше. Сильнейшие остаются и продолжают шахматные баталии. Имена лучших станут известны очень скоро. Абсолютная тишина и концентрация. Свой каждый ход игроки выверяют тщательно и скрупулезно, ведь на кону победа. В основном тут принимают участие уже состоявшиеся шахматисты. За плечами у каждого, даже несмотря на юный возраст, нехилый опыт. Мадина Даурбекова шах и мат ставит еще с 6 лет. В ее арсенале немало приемчиков, к которым девочка нередко любит прибегать. Иногда дебют помогает. Такой. Ну, сначала вот так. 6, так. Вот такой дебют хороший. Такие дебюты хорошие. И вот из-за них получается хорошие позиции, потом ты переигрываешь соперника и начинаешь играть. Получается предугадать ход соперника? Нет.
Кстати, многие юные вундеркинды в школе учатся на отлично. Шахматы и думать заставляют быстрее, и логику развивают. Именно поэтому этот предмет начали вводить в обязательную программу. Час в неделю. И, как признаются состоявшиеся шахматисты, очень важный для школьников час. Вести программу ждем, школьную делаем, из игр основной программы. Среди школьников для развития мышления. Хакл соудалар марка, шахмат алгожвасак. Харца и качутой пары делаем, хакл спукацыз. Тахнаш динас, дух школышк, дик хехаш тренерыш бы. В республике шахматы развиваться, что одежь лад. Битва на равных. Только представьте, количество возможных уникальных шахматных партий превышает число атомов во Вселенной. Ученые, кстати, уже опровергли, что шахматы – удел лишь гениев. Напротив, игра развивает умственные способности. Тут нет ограничений в возрасте. Достойную конкуренцию взрослым составляют самые юные шахматисты. Возраст есть не помеха, и возрастной цензор в республике не существует давно. И еще при том, когда Асмиев был чемпион республики, это было лет, наверное, 10 назад, и тогда девочка выступала и на уровне кандидата в мастера, и достойное соперничество было с большими именитыми нашими шахматистами. Конечно, в шахматах и как в силовых видах спорта существует цензор силы, но умственные способности не дают преимущества возрастного. Организаторами республиканского турнира выступил региональный Минспорт совместно с Федерацией шахмат Ингушетии. Из 30 человек в финал смогли пройти только 10 лучших шахматистов. Турнир проходил в 2 этапа. Сначала проходил отбор в Троицком. Чемпионат проходил 5 дней, в день 2 тура и последний завершающий день 1 тур. Час плюс 10 контроль. Победитель этого турнира поедет на чемпионат СКФО среди мужчин, который состоится в марте, в Черкесске. И, наконец, кульминация. Победителей и призеров награждают медалями, грамотами и денежными призами. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24. Джайрах 2019. В начале ноября в горной части Ингушетии пройдет международный марафон. Дистанции 8 километров, полумарафон и марафон. Гостей праздника ожидает насыщенная спортивная программа. Отмечу, что данный марафон – один из самых высокогорных асфальтовых марафонов России. Стать участником забега может любой желающий. Ингушский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев в конце октября проведет свой второй бой под эгидой самого престижного промоушена в мире ММА. Противостоять ему будет перуанский боец Энрике Барзола. На данный момент Мовсар проходит подготовительный сбор в Таиланде, а соперники нашего спортсмена и шансах бойцов на победу в репортаже Тамерлана Хамхоева. Для любого спортсмена перестроиться после неудавшегося выступления на крупном турнире очень сложно. Вдвойне обидно, когда после нескольких месяцев подготовки соперник снимается с боя за несколько часов до выступления. На августовском турнире UFC в Китае Мовсар Евлоев должен был биться с Лю Женхонгом, но в тот раз поединка не получилось. Соперник из-за травмы снялся с боя, и Мовсару просто не успели найти замену. И вот теперь новый шанс для Евлоева проявить себя. UFC Fight Night в Сингапуре обещает быть интересным для ингушских поклонников ММА. Опытный Энрике Барзола собирается проверить навыки экс-чемпиона М1 в легчайшем весе Мовсара Евлоева. Барзола уже провел 8 поединков под эгидой UFC, 6 из них оказались победными. Это разносторонне развитый боец. В свое время Барзола побеждал в финале турнира The Ultimate Fighter, что только подтверждает его уровень. И поэтому его противостояние с доминировавшим над всеми своими соперниками Евлоевым очень интригует. Мовсар Евлоев в ММА провел уже 11 поединков. 2 раза защитив свой титул чемпиона в российской организации М1, Евлоев подписал контракт с UFC и уже провел 1 триумфальный поединок. На турнире UFC в Москве был деклассирован корейский спортсмен Сэн Ву Чой. Отметим, что для Евлоева это был дебют в новой полулегкой весовой категории. Мовсар Евлоев!
На данный момент Мавсар Евлоев проходит подготовку в лагере Тайгер Муай-Тай в Таиланде. Отработка навыков борьбы, улучшение ударной техники. На предстоящем турнире Борзолу будет ждать лучшая версия ингушского бойца. Болельщики из России будут поддерживать своего соотечественника. Для Евлоева победа над Борзолой станет хорошей возможностью подняться выше в рейтинге своего весового дивизиона. Тамерлан Хамхоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.